Ну, так получилось, что по материнской линии-то я, можно сказать, коренной дальневосточник. Таких людей, как я, значит, корни которых уходили бы там далеко вглубь, очень мало в целом на Дальнем Востоке. Значит, предки по материнской линии мои приехали на Дальний Восток с Украины, значит, в 19 веке. С группой переселенцев основали вот село Хороль, которое со временем стало таким крупным районным центром в Приморском крае. Моя бабушка родилась в Хороле уже, значит, и мама родилась. А потом мама стала, значит, геологом. Ну и, соответственно, и моя судьба сложилась так, что в основном она связана с Дальним Востоком. В этом году исполнилось 70 лет нашему второму президенту Вячеславу Анатольевичу Штурову. Но, как вы знаете, Вячеслав Анатольевич Штуров родился в 1953 году в Ингинском наследии Таттинского района, в поселке Хандове. Но детство, юность Вячеслава Анатольевича прошло на Дальнем Востоке. Одна из экспедиций Алданского районного управления геологии находилась вот в районе Хандаги и работала по поиску полиметаллических руд. И вот прошло, это был конец 52 года, значит, а я родился в 53-м, значит, и оттуда, прямо с этого территории в Верхнем Минкиче, значит, отправили маму рожать в Хандагу, и там я родился. Значит, и поэтому я про это говорю очень так подробно, потому что вот буквально несколько дней назад, значит, там был открыт новый крупный горомагнетокомбинат, первый в Якутии по добыче свинцово-цинковых руд, значит, который будет иметь значение не только для Якутии, для Дальнего Востока, но и для всей нашей страны. Значит, вот именно на том месторождении, где работала мама. А у отца другая совсем биография. Он, в общем-то, родился в городе Петровске в Саратовской области. Рано там остался без отца, и в годы войны, значит, одна мама содержала их, отца моей, сестру его, значит, и он поступил в 1944 году в подготовительное военно-морское училище в городе Горьком, сейчас это Нижний Новгород. Значит, по окончании был направлен на Дальний Восток, Тихоокеанское высшее военно-морское училище в Владивостоке. Закончил его, и потом вся жизнь его была связана тоже с Дальним Востоком. Потому что, да, были периоды времени, когда его направляли там служить и на Балтийское море, и на курсах учился офицерских, там всевозможных, скажем, в Ленинграде и так далее. Но вообще-то говоря, значит, вся жизнь его была связана с Тихоокеанским флотом. Начинал служить на Камчатке в 50-е годы, значит, служил в Советской гавани, в Владивостоке, значит, был командиром подводной лодки, участвовал там в дальних походах всевозможных и нес боевую службу. Ну и закончил службу адмиралом. Улица Первомайская, 13, города Советская гавань, где в этом доме в начале 60-х годов жила семья Штуровых. Вот здесь на первом этаже, здесь вот вместо двери было окно, но сейчас находится магазин. Ну, Вячеслав Анатольевич здесь учился в школе в Савгаване, в первых и вторых классах. Отец Вячеслав Анатольевич, Анатолий Тихонович, тогда командовал подводной лодкой, который находился на ремонте на судоремонтном заводе в городе Советской гавани. — 18 августа 2023 года главная улица города Советская гавань, где есть доска почетных граждан, открылась мемориальная доска Штурову Анатолию Тихоновичу, контр-адмиралу военно-морского флота Тихоокеанского, писателя-мариниста, который связан с Якутией тем, что его сын Вячеслав Анатольевич Штуров был вторым президентом Республики Саха-Якутия.
Я сначала учился в Харле, значит, ну, представьте себе, отец военный моряк, мама геолог, значит, поэтому, значит, я, в общем-то, до 5 класса учился, значит, в Харле, в селе родном, воспитывался там в большой семье дедушки и бабушки. Познакомились мы очень давно. Наши родители жили, ну, мои родители и его бабушка, дедушка жили через дорогу, вот, и плотно общались родители. Ну и часто и мы вместе общались, так как жили рядом через дорогу. Вот. Это было где-то до школьного возраста. Вот. Жили на Калининской улице, вот, где сейчас вот больница, все это. Мы на улице Калинина, где первоначально жили родители Вячеслава Анатольевича. Вот. Здесь вот был дом на 2 хозяина, и вот с левой стороны здесь жили его родители, ну и бабушка. Вот. То есть в самые маленькие года до школы. Вот. Жили здесь. Здесь был колодец, вот, ну, за забором колодец. Колодец был выгорожен для общего пользования. Вот. У них тут сарай, ну, тоже хозяйство было, все. Вот. А потом они построили дом уже на Ленинской улице и переехали туда. Вот. А начиналось все здесь. Вот здесь сейчас все засажено. Это уже посадки потом начали засаживать. А раньше были поляны, и всегда вот по вечерам тут дети выходили, и тут куча народу было, и всегда здесь играли и в футбол, ну, начинали. А здесь за огородами, вот у каждого дома свой огород, а за огородами большое поле, мы называли за огороды. Вот. И там вот у нас мы оборудовали футбольное поле, это ворота поставили. Когда вот уличные отряды были, там лавочки, то есть сбор общий был, вот, как тренировочная база была. А потом уже подросли, нас уже на стадион начали пускать, вот, и мы уже и там продолжали. А все вот начиналось именно вот с Калининской улицы. Вот. Ну, на этой улице здесь был пустырь, вот, стоял один дом. Вот поворот, мы видим, это был поворот на кирпичный завод, и после поворота стоял один дом, вот, и потом построили, дедушка Вячеслава Анатольевича построил здесь новый дом. Раньше они жили на Калининской, вот, а потом здесь построили новый дом. Вот, и уже в школу вот, он ходил с этого места, с этого дома. Здесь у них был дом, большой сад, вот, ну, хозяйственные постройки, пасека была, вот, то есть ну, все как в деревне было у нормальных людей. Ну, в младших классах практиковали уличные отряды, когда преподаватель со школы приходил, как летние лагеря, и всех организовывал, и мы их посещали, там кино, там экскурсии и разные соревнования вот, организовывались. Вот, все это вот было на Калининской улице. Когда вот появились спортивные турниры «Колосок», «Кожаный мяч», и мы в Харале вот, организовалась команда, вот, детская футбольная команда, называлась «Романтик». Вот, почему назвали, уже не помню, вот, но было. Руководителем, или как старшим начальником футбольной команды была пионер-вожатая со школы, там, Валентина Ивановна. Вот она постоянно с нами ездила на все соревнования. Вот, все удивлялись, у всех мужики, а у нас ну, девушка такая. Вот. А потом вот нам выделили матросика. Вот. Матросика, он как тренер. Он до армии занимался в группе подготовки Пахтакора. Вот. И его договорились со школы, договорились, чтобы ему давали увольнительную. И он приходил, и мы вот здесь вот тренировки устраивали, и он у нас как тренер был. Но так как он военный был, с нами он не ездил по соревнованиям. С нами ездила это Валентина Ивановна.
Ну и когда мы выиграли весь турнир отборочных соревнований, «Колосок» по сельским командам, вот, финал проходил в Пограничном. Вот. Мы туда приехали, выиграли там этот турнир. Вот. Вячеслав Анатольевич у нас был на воротах. За этот турнир он был признан лучшим вратарем. Вот есть фотография, мы с этой фотографии вот того периода, это где-то 68-й год был, ну, началась такая спортивная. Ну, с Вячеславом мы в футбол играли так. Учились, да. Он старше был. А так. Мы с ним учились параллельно в классах. Вот, и я его хорошо помню, хорошо знаю. Часто по телевидению он выступал. Там на Саха-Якутии он, когда был президентом, тоже смотрел. Ну, все наши годы молодые здесь, что были, все помнятся. Вот, и часто вспоминаем. Мы тоже пенсионеры давняшние. Вот. Я его хорошо помню. Лицо помню, все как нормального парня. Футбол гонял. Ну, со Славой мы учились в этой школе, в параллельных классах. Ну, общались, как обычно, ученики общаются. На переменках, то есть все. Дальше мы там спортом немножко занимались, футбол играли. Вот. Ну, жизнь наша проходила здесь, в общем-то, активно довольно. Биография обычная: школа, армия. После армии я закончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище. Вот. Работал в мощнейшем пароходстве нашем дальневосточном. Вот. Ну и все, сейчас я пенсионер. Да, в должности старшего механика вышел на пенсию. Вот. Имею правительственные награды. Слава, ты меня, может быть, помнишь, а может быть и нет. Мы жили на одной улице, на Калининской, и в футбол играли, общались. Но ты младше меня на год. Ты сейчас с моей женой, может, помнишь, Шутова Лариса была. Сейчас она Матющенко, и я Матющенко Николай. Когда-то на речке, может быть, ты вспомнишь этот случай, вы выехали классом, я стоял на обрыве, а ты плавать не умел. Кстати, научился плавать или нет? Научился. Да. Начал тонуть, никто не увидел. Я прыгнул с обрыва, прямо на перерез. Ты меня ухватил сзади, если ты помнишь это, должен помнить, потому что это 6 класс уже был. Я ухватил, чуть не утопил меня. Но я не растерялся, получилось так, что я не успел испугаться. И нас прижало к берегу, к обрыву, а над обрывом висели корни деревьев, вымыло. Я ухватился за эти корни. Вылезли мы с тобой, нам помогли ребята. Кстати, вот Сережка был, ты тоже был. И Голян был, когда Голян фотографировал меня. Но вы помогли нам вылезти, а Славка еще отплевался, отдышался, говорит, только никому не говори, только никому не говори. Вот этот случай, я просто хотел его увидеть, я думал, что он здесь будет у нас. Хотел у него спросить, научился ли он плавать. Хороший парень. Мы со Славкой жили на одной улице, почти рядом. Он жил у своих родственников, каждое лето приезжал. Ну, естественно, нас все взял футбол. С утра до вечера футбол, с утра до вечера футбол. Так-то мы, в общем-то, играли своей командой с другими. Ну, без драк не обходилось. Футбол только так. Так что Слава все это прекрасно помнит. Я думаю, помнит и меня, я его хорошо помню. Славка, привет. Да. Мы, Славик, с тобой познакомились где-то в 68-м, наверное, или 67-м году. Вот. Ну, дружили, вместе в футбол играли. Потом ты уехал. Вот. Так я тебя больше и не видел. Вот. Ну, у меня что, школа. Закончил в 70-м школу.
Я являюсь участником боевых действий. Был в Бангладеш 72-73 год. Вот. Награды имею. Ну, работал в МЧС 35 лет. Отслужил в МЧС. Это уже вот 20 лет почти на пенсии. Работает. Раньше поле было как колоски. И вот мы приходили, и вышли из стадиона. У нас один воротчик был. Да, у нас Слава себе. начали вот с колоска. В 68 году вот мы заняли первое место по краю, стали чемпионами. Тогда вот помню, Анучинский район, там приехали не в форме, все такие, мы им 9-0, потом 8-1, вот, потом 5-0, да. Там была Воздвиженка, еще такая сильная команда. Потом они второе место заняли и страну в футболе правили в Лозовой. Там уже кожаный мяч был совместно по городским. И нас, вместо того, чтобы как отправить на всесоюзные соревнования в Смоленск, нас в тот турнир включили, и мы там, вот, там уже мы третье место заняли. Вот, нас вот возили на «Москвич» был красный, половина туда, и в ГАЗ-69, там вот две лавки такие стояли. И вот мы ехали. В Хороле готовилась зорница. И райком комсомола был, райком партии, там вот двухэтажное здание. Там как раз готовили к зорнице. И мы перед отъездом было это, ну, в кабинете там смотрим, вдруг пакеты. Мы набрали. По дороге остановились. Вот как бахнули один. Вот, это в районе уже где-то, наверное, Партизанцы. Не, ну это такое. А в школе, когда вот в младших классах мы учились до 4 класса, вот, большое влияние на наше формирование, вот это дружбу, все это общение детское. Вот, у нас была первая учительница Эльвира Степановна Кулагина. Вот, и вот она, мы до сих пор ее помним, вот это такое, как, ну, как мать была у нас в школе. Всегда мы с удовольствием ходили в школу и общались вместе. Вот. Школа 61 года, 1961 года. Вот. Наш выпуск вот, мы начали со 2 класса, вот, когда ее построили с самого нуля. Вот. Ну, первые классы обычно на 1 этаже, вот в левом коридоре, здесь 1 класс, здесь вот был это вот со 2 по 4 класс, в начальных классах, занятия проходили здесь. Вот за 2 партой на 1 варианте сидел. Вот. Ну, раньше были парты, да, открывали там все это. Вот. И вот, считай, 1-4 класс, это Эльвира Степановна Кулагина, вот, нам очень много дала, сплотила нас всех. У нас до сих пор вот, ну, такое, как одна семья все. Она уже нас до 4 класса довела, а потом военных перевели, и она уехала ну, вместе с мужем в другой регион. А потом уже где-то в институте вот, она приехала в Владивосток и решила найти. Через девочек нашли меня, я в училище был там со Славой, мы встретились и пришли к ней в гостиницу, она была очень довольна, но она вот хотела именно вот, Вячеслава Анатольевича. Ну, как-то мы, как все, как родные были. Уже потом в старших классах, ну, после 4, там, 6, 7, вот, уже были другие учителя, там разные, по разным предметам. Был такой момент, когда в младших классах до 4 класса приехал его папа Анатолий Тихонович. Мы его пригласили на встречу, он с нами пообщался.
Вот. Потом пригласил нас на каникулах, мы всем классом ездили к нему во Владивосток на воинскую часть. В казарме были, все, познакомились. Долгое время переписывались. Подарок нам подарили они флаги расцвечивания, когда на праздник на военных кораблях развешивают. И вот всегда уже на первомайской демонстрации, праздничной демонстрации наш класс вот был с этими флагами. Мы не цветочки там таких на веточках, а несли. Про Вячеслава Анатольевича я могу сказать, что по архивным нашим данным он обучался в школе с 1959 года, а выпустился в 1965 году, то есть он перевелся в школу города Владивосток. На самом деле человек, который достиг определенных результатов благодаря все-таки нашим педагогам, благодаря тем людям, которые его ранее окружали, с которыми он ранее учился здесь в школе. Мы должны знать своих героев в лицо. Это большие достижения на самом деле. И достичь таких определенных результатов, это надо много знать, много понимать и много уметь общаться с людьми. Поэтому мы приглашаем Вячеслава Анатольевича на территорию к нам пообщаться с людьми. Мы также приглашаем на прямой эфир, который мы всегда приветствуем и проводим с населением. Мы рады будем его видеть у нас на территории Хорольского муниципального округа. Значит, потом уже в Владивосток переехал я. Родители как-то уже, отец перешел там на штабную работу, начали занимать уже более такие высокие должности, что ли, или скажем так, не связаны непосредственно с дальними разными походами и так далее. Поэтому я закончил школу, начиная с 6 класса я в Владивостоке учился. Закончил школу в Дальневосточный политехнический институт, получил диплом инженера-строителя. Солнце над морем встает, там, где родины нашей исток, там, где сакура нежно цветет, где раскинулся Владивосток. 19 век уходил, на исходе последних минут император указ утвердил, был восточный открыт институт. Политех, 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 инженер, физик, лирик, В 1970 году мы поступали сюда на строительный факультет. С нами вместе поступал и Слава Штыров. Вот. И здесь вот проходила наша учеба именно вот в этом здании. Где-то в начале 2000-х годов у нас переехал институт в другое здание. А вообще мы заканчивали вот в этом же здании. Мы все вместе, в принципе, дружили. Он часто приходил в общежитие. Но я тоже была домашней девочкой. Он дружил и с Сафроновым, и с Рязановым. Там вот Сустриков, это и староста группы был. И Татьяна Александрова, вот эта жена Сустрикова, она вам, наверное, больше скажет. Хорошо помним, футбол играл, всем помогал, красивый был, чернявый, дружил с Сашей Петрошенем больше всех. Но в стройотряд не ездил с нами, видимо, был в спортивном лагере. Уже многих наших ребят нет в живых, все вроде как работали, состоялись, лучше, больше, семьи все имеем. А я даже еще и прабабушкой стала. Мы были наивные, чистые, хорошие, трудолюбивые, ходили на демонстрации, занимались какими-то на субботники ходили. Все было замечательно и прекрасно. У него, конечно, мы его жизненный путь наблюдали, радовались, что у нас таких людей мы вырастили, так сказать. Не мы вырастили, а вообще вырастил, можно сказать, Владивосток, где-то институт. Но тем не менее, до 1983 года он когда приезжал, мы даже встречались. А потом слишком мало было свободного времени, я думаю. Кто был с ним в Москве, встречался, вроде, как говорится, не сильно он изменился, не сильно зазвездился, дай бог, дай бог. Очень рада привет передать от тех, кто жив. Стал выбор, куда, ехать. Раньше по распределению же было.
А распределение, там система была такая, что у кого там много баллов там всевозможных за учебу, за общественную работу, за спортивную работу, тот имел первое право выбора. Вот из более чем 100 выпускников нашего строительного факультета я, значит, был 11-м по этому праву. Вот я выбрал Якутию. Ну, всем было престижно остаться в Владивостоке или поехать в какой-нибудь крупный город, типа там Новосибирск, знаете, там, и Красноярск там, или еще что-нибудь, значит, Свердловск. Но, ну, как, мама, конечно, горевала, что я уезжаю, значит, так далеко. Значит, ну, потом говорит, я понимаю, тебя, говорит, кровь зовет, ты там родился, и, наверное, судьба так тянет. Ну и вот с тех пор я работал непосредственно в республике. Я вот помню, когда собирали ему теплые вещи, там все баулы, мама переживала очень, вот. Ну, собрался и уехал. Начинал с должности мастера на строительстве горно-обогатительного комбината, это было в Удачном, это была всесоюзная ударно-комсомольская стройка, конечно, сложная, тяжелая стройка, прямо на полярном круге находится комбинат и поселок наш. Значит, и так вот вся жизнь сначала была моя связана с Вилюйгостроем, после Удачного я работал в Айхале на строительстве уже юбилейного ГОКа, потом в Мирном. Значит, двигаясь по служебной лестнице, стал там первым заместителем начальника Вилюйгостроя. Тогда это была крупнейшая строительно-монтажная организация на северо-востоке страны. И мы строили там по всей Якутии, и имели еще там некоторые объекты или в планах, значит, и в других субъектах федерации, как сейчас говорят, Дальнего Востока. Ну, а потом судьба очень резко изменилась, и меня направили на работу в обком партии. Значит, и все, и теперь уже жизнь повернулась в другую сторону. И работал в обкоме, заканчивал академию в Москве общественных наук. Значит, был министром строительства, вот вице-президентом Якутии избран, президентом Алроса работал. Поэтому, будем говорить, был представителем Республики Саха-Якутия в Совете Федерации, там заместителем председателя Совета Федерации. То есть, будем говорить, тоже, на самом деле, вся жизнь моя прошла на Дальнем Востоке, в Якутии. А уже когда я начал работать в правительстве Республики Саха-Якутия, то, конечно же, мы очень тесно взаимодействие у нас было организовано в рамках Ассоциации развития Дальнего Востока. Тогда же полпредства были организованы, и она под эгидой полпредства еще работала. Значит, мы настаивали на том, что ситуация на Дальнем Востоке значительно хуже социально-экономически, чем в целом, даже в целом по России, хотя и Россия после 90-х годов-то не очень хорошо себя чувствовала. Но здесь мы говорили, значит, ситуация по некоторым вопросам становится критической. Особенно нас беспокоил отток людей. Проблематика сама Дальнего Востока, она очень, хорошо мне понятна и знакома, и поэтому это такое родное, близкое дело. Годы лихие, это сложные годы, все районы выживали, ну не только районы, не было в многих поселках света, по 6 часов давали, ну допустим у нас там Кинада, Тумнин, Тулучи, потом по 12, вообще горячей воды в летнее время не было. Все, что приносило убытки предприятию, все это отдавали муниципалитету. Естественно, без денежного сопровождения. Это все прошли, все прекрасно знают, поэтому чтобы выжить, нужно думать, как привлечь дополнительные деньги. Период работы нашего
второго президента Вячеслава Анатольевича Штурова ознаменовалась у нас большими экономическими проектами, которые были по масштабам не только республиканские, но и федеральные. В числе их, безусловно, это создание угольного терминала на Дальнем Востоке, в поселке Ванино, бухте Мочка. А видите как, многие проекты, которые здесь мы разрабатывали в своих планах Республики Саха-Якутия, и в том числе в схеме комплексного развития производительных сил транспорта и энергетики, они выходили за пределы республики. И именно поэтому в 2006 году правительство России утвердило специальную программу 15-летнего развития Республики Саха-Якутия, что масштаб проектов, которые там мы закладывали, это еще до разработки дальневосточной программы. Но прежде всего, конечно же, нас интересовала логистика, потому что по мере развития наших производительных сил, конечно, мы нуждались в рынках сбыта. Значит, ясно, что на скорую нитку сшитая страна, железнодорожную нитку Транссиба и больше ничего не имеющая, вообще такого национального с точки зрения связи, она требовала, значит, решений для того, чтобы построить новые железные дороги, искать новые точки, значит, которые могли бы служить, точками отправками нашего груза, вообще точками связи республики с другими субъектами федерациями и с международными рынками. И, конечно, один из ключевых проектов, это нам потребовался выход, значит, на Дальний Восток для вывозки якутского угля. Известно всем, что знаменитый наш Нерюнгринский разрез был с самого начала сориентирован на экспортные поставки в Японию и другие страны Юго-Восточной Азии. И тогда, когда Нерюнгринское угольное месторождение замещалось шахтами, но все равно объемы добычи угля были такими, что мы перекрывали потребности именно в наших марках угля Российской Федерации, нам были нужны выходы на экспорт. Значит, прямой путь, это традиционно, на самом деле, нашим портом считалась находка. Наши там мощности, которые обслуживали Якутию в порту Восточном, были утрачены в 90-е годы. Значит, приватизированы, раздербанены, там перешли в собственность других угольных компаний. И у нас там мы лишились этой точки. И поэтому нужны были новые выходы. Вот искали эти выходы, и в конечном итоге пришли к выводу о том, что это должен быть, значит, район Ванино, Советской гавани. Решение проблем по перевозке и по перевалке углей через железную дорогу Дальнего Востока и через наши морские порты привлекалось наше постоянное представительство, так как государственное унитарное предприятие «Якутуголь» было 100% собственностью республики. В начале 2004 года состоялись первые разговоры об создании специализированного угольного терминала именно для якутских углей на побережье Дальнего Востока. От президента Штурова посредство получило поручение по обследованию всех бухт, гаваней, удобных мест, в котором возможно было создание подобного терминала. И поэтому мы, начиная с бухты Пасьет, кончая Николаевском на Амуре, обследовали все удобные бухты, все удобные гавани, все места, где возможно было строительство терминала по перевалке якутских углей. Ситуация сложилась, отгрузка тогда тяжелая, своих портов не было. Те порты, которые были, поднимали стоимость перевалки, из-за чего продукция якутугля становилась неконкурентной на рынках Азии. Поэтому Вячеслав Анатольевич дал поручение поспредству найти. Поспред Никонов Георгиевич дал поручение мне, чтобы я объездил все возможные участки по Дальнему Востоку. И начиная от Хасана и до Рудной пристани в Приморском крае объездил все возможные эти участки, которые более-менее пригодны были для расположения терминала. А также потом уж ездили по Хабаровскому краю, да, это Совгавань и Ванино. Была написана справка, да, от поспредства на президента республики с рекомендациями, с осмотрением вариантов, на основании которых было принято решение
Вот, нашли очень тесное взаимопонимание с местными органами власти, как с руководством Советско-Гаванского района, так и с руководством Ванинского района. Никогда никто не прятался от нас, ни Ванинская администрация, ни администрация Росморпорта Ванина Саугавани. Работали с ними всегда по первому звонку, по первой встрече сразу. Помогали всячески. В конечном итоге, изучив там ситуацию, приняли решение, что надо строить порт в новом месте, в Бухтинушке. И в этой связи, большая делегация руководителей республики и представители нашей компании прибыла в Хабаровск. Мы предварительно договаривались с губернатором тогдашним Виктором Ивановичем Шаем о том, что мы будем подбирать себе место на территории Хабаровского края для организации нового угольного терминала. Ну и вот в одном из разговоров с Виктором Ивановичем Шаевым он мне дает поручение встретить дорогого гостя соседней Якутии, президента тогда Якутии, Вячеслава Штурова. Да. В общем-то, и наши ожидания оправдались. Когда он приехал на побережье со своей командой, Ванина на своем самолете со своей командой, большая команда, мне наказал, или, будем говорить, поручил Виктор Иванович Шаев все ему показать, все рассказать. Они обсудили с ним, готовы прийти на территорию Хабаровского края, строить свой морской порт. Понятно, он также находился в поиске, как и мы все, в поиске дополнительных доходов, источников, рабочих мест и так далее. Но у нас работала ассоциация Дальнего Востока. Это была сильная команда тогда управленцев, губернаторов, президентов. В общем-то, прекрасное было время, сложное, но я до сих пор с ностальгией вспоминаю. Совещание было при главе города, района, да, при Мусиновиче Богдан Михайлович, где Климов делал доклад. Анатолий Георгиевич, руководитель Росморпорта по Ванину Саугавани, общую ситуацию обрисовал, перспективы, рекомендации свои дал. А потом был выезд на теплоходе на место. На буксире, да. Его можно назвать теплоход же. На буксире. Сделали осмотр, посмотрели все. После поездки большой делегации с Якутии в поселок Ванино Хабаровского края было создано предприятие специальное, которое должно заниматься строительством этого терминала под названием «Сахатранс». И в этот момент руководителем «Сахатранса» стал Эдуард Раисович Кучаев, который до этого занимал пост моего заместителя как постоянного представителя. Работы по уже отводу участка, которые велись краевыми и муниципальными властями, начались уже в июне 2005 года. И предприятие «Сахатранс» начал уже изыскательские работы, проектирование и начал первоначальные строительные работы, которые необходимы для строительства терминала. Конечно, от решения, принятого до, реальных дел потребовалось много времени, потому что и проектирование надо было делать порта, выбор площадок, согласование со всеми контролирующими, инспектирующими организациями. И самое главное, надо было финансовые ресурсы искать. В конечном итоге эти вопросы удалось решить, и там создан сейчас современный, очень хороший порт, который обеспечивает деятельность нашей угольной компании «Колмар». В сентябре 2020 года был введен первая очередь этого терминала мощностью 12 миллионов тонн ООО «Ванино Трансуголь», дочернего предприятия «Колмар», который занимается добычей якутских углей в Еремклинском районе.
Да, Вячеслав Анатольевич Штыров – это первый руководитель Республики Якутия. Мы ему признательны за то, что он был родоначальником нашего предприятия, фактически, самой идеи того, что на бухте Мучка должен возникнуть угольный терминал для перевалки якутских углей. Это его была идея. Со временем она превратилась в проект, который реализовывала компания «Колмар», которая также якутская компания. Мы переваливаем больше 80% углей, приходящих из Республики Якутия. И народ нас здесь называет якутский терминал, если честно. Так. Как задумывал Вячеслав Штыров в свое время, наш терминал фактически это морские ворота Республики Якутия. Потому что большинство грузов, которые едут через наш терминал, это грузы из компаний «Колмар», «Эльга-Уголь», из месторождений Денисовская, Наглинская, Эльга и так далее. Мы морские ворота Якутии. Факт состоялся. — 2022 год очень непростой из-за серьезных санкционных событий. И грузооборот порта Ванина он в значительной степени обеспечен стабильной работой Ванина Трансуголя. Плюс это очень яркий такой знаковый проект успешного межрегионального сотрудничества на Дальнем Востоке. Но надо иметь в виду, что для нас это не финал, потому что у нас еще есть целый ряд угольных проектов. Именно тогда мы начали заниматься эльгинским месторождением углей. Значит, вот примерно как раз в 2005 году я впервые и на Эльге-то побывал. Значит, непосредственно. Тогда мы начали строить планы, как будем ее развивать. В свете последних событий, когда идет разворот российского экспорта на Дальний Восток, именно терминал Ванина Трансуголь, который находится в Хабаровском крае, является стратегическим предприятием, имеющим огромное значение для республики, которое позволяет экспортировать наши угли за пределы страны. Все эти работы, которые велись по строительству данного терминала, начиная от финансирования, кончая решением кадровых вопросов, велись под непосредственным руководством Вячеслава Анатольевича Штырова, что позволяет говорить, что основателем угольного терминала в бухте Мучке, поселке Ванин, Хабаровского края, является Вячеслав Анатольевич Штыров. И сейчас добыча угля имеет такие большие перспективы в республике, что, ну, я думаю, настанет время, мы будем добывать и продавать на мировых рынках 80-100 миллионов тонн примерно. Отток населения с Дальнего Востока, значит, он не может никого нас, значит, оставлять в покое. Вот сейчас президент говорит о культурно-образовательных комплексах. Все это правильно. А почему же это все не дает результата? А прибавьте сюда еще и такой факт, что на Дальнем Востоке крупные российские компании, в основном это государственная компания, ну и крупные общенациональные наши компании, в основном горнодобывающие, нефтегазовые, тоже ведь очень много проектов реализуют. Посмотрите, и Восточная Сибирь, Тихий океан, труба вместе с месторождениями нефти, и Сила Сибири вместе с месторождениями газа, да, и, значит, другие начинания, допустим, Роснефти, ну, вроде вот какие объемы. Тоже ничего не получается. Почему? Да потому что эти все объемы, все эти проекты мимо людей идут. Используется в основном вахта. Надо использовать местные кадры. Значит, их будет не хватать, надо привлечь еще сюда. Чтобы организовать это все, надо параллельно с этими крупными проектами строить города новые и так далее. Это то, что в Советском Союзе называлось территориально-производственные комплексы, ТПК. Человек, значит, тогда поедут люди на Дальний Восток, когда они будут видеть перспективу для себя и для своих детей, внуков и так далее, когда что-то большое создается, грандиозное, большие проекты с большими городами, тогда население, значит, будет работать. Надо отказываться от вахты. Вахта летает, понимаешь, а люди, которые здесь живут, не работают. Это что такое на этих крупных предприятиях? Их не берут, там еще что-нибудь.
Надо также, значит, принимать законы, в соответствии с которым местные предприятия имеют приоритет для работы в качестве подрядчиков у крупных компаний при реализации разных проектов. Создается в Якутии газовая промышленность. Значит, наши предприятия там должны работать и на стройках, и на снабжении, значит, на обеспечении их и так далее. А не так, как проведут тендер и пригласят кого-нибудь, понимаешь, что хорошо еще, если из России, а то еще вообще из-за рубежа. Вот эту линию надо радикально менять. Для этого надо пересматривать саму стратегию и программу развития Дальнего Востока. Но это такой отдельно большой вопрос, который надо рассматривать. А так перспективы Дальнего Востока не просто большие, колоссальные.